пожалуй, самой бескомпромиссной части нашего саммита, именно сессия прожарки, которую все очень долго ждали, но давно был анонс, и наконец-то, друзья, мы дождались. Сегодня мы не просто смотрим презентации, мы становимся свидетелями, как в режиме реального времени закаляется технологическое будущее нашего региона. Цель именно этой части мероприятия – продемонстрировать реальный процесс взаимодействия инвестора, а также предпринимателя. Сегодня на сцене выступят 10 амбициозных стартапов из Кыргызстана. Все они выпускники программ Accelerate Prosperity, которые прошли детальную подготовку и проверку бизнес-гипотез. Друзья, для инвесторов в нашем жюри это возможность увидеть ведущие стартапы Кыргызстана и рассмотреть их как пайплайн для вашего портфеля. Для фаундеров шанс получить прямую, непредвзятую оценку готовности к масштабированию. Напомню, что наш формат вдохновлен легендарным шоу Shark Tank. Здесь не будет формальных комплиментов. Наша цель – радикальная честность. Мы хотим увидеть, насколько же глубоко фаундеры понимают свой продукт и свою юнит-экономику, и самое главное, готовы ли они к глобальному масштабированию в эпоху искусственного интеллекта. И мы готовы вам рассказать про регламент, в каком формате у нас все это будет проходить. Формат будет очень жаркий. Напомню, еще раз, у наших судей нет цели рассказать какие-нибудь комплименты, как-то поднять настроение. Максимально жестко в рамках дозволенного сегодняшнего мероприятия они будут прожаривать все наши 10 самых крутых стартапов Accelerate Prosperity. Формат у нас будет очень простой. У каждого из наших спичеров будет ровно 3 минуты на то, чтобы презентовать свой стартап. Ни больше, ни меньше, ровно 3 минуты. После 3 минут нужно будет уже свою презентацию закончить. Но после этого будет ровно 10 минут для того, чтобы ответить на вопросы или же послушать рекомендации. Еще раз, дорогие стартапы, которые у нас будут прямо сейчас выступать, 3 минуты у вас есть на то, чтобы презентовать себя, и 10 минут на то, чтобы ответить на вопросы или услышать рекомендации. Для вашего удобства мы поставили таймеры с двух сторон, можете по ним ориентироваться. Кроме этого, хотелось бы сказать о том, что у нас сегодня очень классный жюри, с которым вы уже успели познакомиться на предыдущих спичах и также панельных сессиях. Во-первых, хотелось бы вам представить основателя и партнера MA7 Venture Мурата Абдрахманова. Можно будет поаплодировать. Первый судья нашей сегодняшней прожарки. Также партнер MA7 Ventures Эльджан Ушакбаев. Давайте тоже поаплодируем, друзья, второму нашему судье. И кроме этого, основатель и партнер Big Sky Capital Адиль Нургожин. Такой у нас сегодня судейский состав. Стартап очень классный, всем желаем удачи, всем самое главное желаем сегодня получить импрув, получить дельные советы, возможно, где-то что-то изменить или в целом поменять подход к своему же продукту. И мы готовы начинать. Для начала первым к нам приглашается на сцену финтех-стартап, предлагающий универсальное и быстрое платежное решение для бизнеса. Называется стартап Финик. И приглашаем на сцену основателей SEO. Финика Аргена Дарманова, под ваши аплодисменты. Раз. Окей. Спасибо большое. Уважаемые жюри, очень приятно. У вас есть бизнес, и вы хотите принимать платежи удобно по всему Кыргызстану из-за рубежа крипто из России одной интеграцией, вы подключаете Финик по ряду причин, которые делают это решение очень удобным. Во-первых, у нас самая быстрая скорость обслуживания, мы делаем интеграции за считанные часы или дни, в противовес к другим конкурентам, которые делают это много месяцев, поэтому у нас есть хорошая репутация, что мы делаем интеграции очень быстро. Мы делаем это за счет наших готовых платежных модулей, которые наш клиент скачивает, вставляет свое приложение, и все, платежное решение готово очень быстро. И наш клиент может подключиться и провести онбординг полностью самостоятельно на нашем сайте без участия человека из нашей команды. Мы делаем моментальный settlement, то есть сажаем деньги моментально в эту же секунду. Это big deal для нашего клиента, чтобы расти дальше. Мы делаем это за счет нашего собственного процессинга платежей и решения проблемы транзакционности, вот как ISIT обычно это называют. Мы делаем это очень хорошо с нашей хорошей технической базой. Мы повышаем конверсию оплаты буквально в 3 клика на сайте нашего клиента, потому что нам важно, мы заботимся о вашем клиенте тоже. И противовес вводу банковской карты, которая очень неудобна. У нас есть расширенные инструменты автоматизации, если нужно сделать сплит, фискализацию, либо любой выплаты, либо автоматизацию внутри системы. У нас есть расширенный API, мы идем в сторону Open API, поэтому это то, зачем в том числе идут наши клиенты, потому что они хотят расширенную автоматизацию.
Очень важно в нашей индустрии это uptime, и он у нас почти 100%, с более миллиона транзакций в секунду при стресс-тестах, поэтому это очень важно клиенту, чтобы не терять оплату в момент, когда нужно это больше всего. И даже если у вас нет сайта или приложения, вы можете принимать оплату за счет нашего Finic Builder, который вы можете сделать за 5 минут, создать платежную страницу и уже принимать оплату. В этом зале, кстати, есть клиент, который это использовали. Это супер удобно. Вам не нужно тратить деньги, время, инвестиции для того, чтобы делать даже свой сайт, чтобы Finic подключить. Есть причин очень много, это 6 основных причин и ценностей, которые мы доносим до наших клиентов. И вот наш трекшн. Мы на рынке чуть больше года подключили более 500 клиентов. Через нашу систему ежемесячно проходит $17 миллионов в среднем. И почти 20 тысяч корпоративных аккаунтов мы ведем уже в нашей системе и ниже графики нашего роста. Крупные, мелкие, средние клиенты по всему Кыргызстану и в том числе за рубежом тоже уже подключили Finic. Здесь вы можете видеть некоторые из них. Наша бизнес-модель транзакционная, и мы уже планируем в этом году тестить некоторые модели выхода за рубеж. Финтех немножко сложнее скейлить, но это возможно. У нас уже есть первые клиенты за рубежом, мы пробуем модели, и в следующем году планируем уже масштабироваться на мир. И в целом наша идея строить Finic как бы необанк нового поколения, так чтобы мы совмещали и платеж, и банковские решения лучшим образом. Это наша команда. Спасибо большое. И на этом стоп. Идеально, секунда в секунду попали по таймеру, и есть у вас 10 минут для того, чтобы услышать какие-то рекомендации или же вопросы, дорогие судьи, вам слово. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот какую же проблему вы решаете? Это проблемы платежей с России, да? Я правильно понимаю? В том числе, не только. Сколько процентов у вас занимает транзакции с Россией? Россию мы запустили буквально в этом месяце, поэтому там процент небольшой. То есть он только вот запускается. А сейчас какую проблему решаете? Вот эти 6 проблем, которые я описал, это скорость, автоматизация, интеграция единого решения, то, что нашим клиентам нужно больше всего. То есть наш клиент – это онлайн-бизнес, который хочет автоматизироваться и масштабироваться. А кто конкуренты? Прямые конкуренты – это Freedom Pay на рынке у нас, и как бы косвенные конкуренты тоже у нас есть, там не напрямую, это банки. То есть часто спрашивают, почему там банк не подключить, да? Ну, это долгая история. Какая комиссия у вас? 2% стандартная комиссия, и мы договариваемся дальше уже с клиентом в зависимости от оборотов. Трекшн был несколько слайдов назад. Если есть более конкретные вопросы по трекшну, я готов ответить. Ну, а юнит экономик можете? Юнит экономика – это хороший вопрос. Я честно скажу, мы все еще ее считаем, потому что в нашем бизнесе важен объем от одного клиента, нежели конкретный юнит на транзакцию. Да? Поэтому у меня нет конкретного ответа на этот вопрос, мы все еще его считаем. И у нас есть несколько историй, когда мы год можем потратить на одного клиента, и это дает большой буст. Сколько таких вот якорных клиентов, которые дают очень большой объем? До 10. До 10. Они дают больше половины, да? Да, абсолютно. Ну, как и везде, наверное. И что, у вас, наверное, конкурентов должно быть много? Конкуренты есть, да, но по вот этим 6 параметрам, которые я озвучил в презентации, мы далеко впереди. Поэтому к нам идут, чтобы подключить ее. Какую долю рынка вы занимаете? По электронной коммерции мы занимаемся сейчас, это очень сложно оценить, потому что данные в Кыргызстане, они, статистически сложно их достать, но мы так прикидывали, мы еще, до четверти не доходим. Какой объем коммерции в Киргизстане? Объем электронной коммерции, есть объем безналичных платежей, которые составляют чуть больше 40% вообще в стране. У нас наличных платежей все еще много, особенно на юге. Из них электронная коммерция не больше 15%. То есть электронная коммерция в том виде, который мы понимаем, когда мы заходим на сайты, покупаем и так далее, в Кыргызстане относительно она еще маленькая, потому что торговли много офлайн. Сколько? Потому что там, это же ваш рынок. Да. Вы должны знать. Да, его сложно оценить, потому что данных оцифрованных очень, нет, мы не владеем этими данными, да. Вот, если там погуглить, они так не выходят. Но мы оценим, что там это, меньше $2 миллиардов. Меньше $2 миллиардов.
Это мы не считаем переводы. Мы считаем электронную коммерцию, когда человек оплачивает что-то в онлайне. Переводы туда не входят. 2 миллиарда это много, это больше, чем в Узбекистане. В Узбекистане больше. Еще нет. Ну, спорный вопрос. Ну, И это просто данные, это факты. спасибо. А еще вопросы? 10 клиентов, там, сколько из них high риск? 0. Риска нет. Нет. Получается, То есть, если вы говорите... pure e-commerce, да? Вот, Да, pure если, e-commerce. да, если вы говорите там гэмблинг, шмэмблинг, нет, мы такое мы с ним не работаем. М. У нас политика, мы такое не подключаем. А крипта зачем? Потому что удобно. Вот и все. То есть там не обязательно это типа, там, мошенники, чтобы туда оплачивать. Да, это удобно. В общем. Клиентам хочется получать из-за рубежа оплату, тоже, в том числе криптоид. На чем вы конкурируете? Ну, в смысле, вот эти функционалы, фичи мне ничего не дают, их выкатываешь каждый месяц там у Рэма. На чем ретеншн держится ваш клиент? На чем? Почему он один раз себя начинает использовать и дальше внедряется и так далее? У вас глубокая интеграция какая-то будет, еще что-то вы внутренние транзакции делаете? Я не понимаю. Наверное, вот этот ключевой фактор, почему клиенты держатся. То есть у нас система просто работает, она не падает. У нас в Кыргызстане плохо с этим, у других игроков, они в банк устраивают технические перерывы каждую неделю. Да? А если ты подключаешь банк какой-то, то есть ты не можешь на него положиться. У нас... За счет чего достигает? За счет процессинга вашего? За счет у нас свой процессинг. То есть Вы купили его или откуда? Мы сделали его. Сделали процессинг. Сделали его. Наш CTO, это экс-синьор инженер Амазона, то есть он сам ядро это написал, и мы ведем свой процессинг. И мы даже его даем как сервис другим финансовым организациям. В вашей презентации не хватает как минимум половины информации, которая нужна инвестору. Вы, наверное, об этом знаете, но почему-то не даете. Я сижу сейчас сам в уме считаю, какой же у вас ревеню, доход. Я считал $340 тысяч в год. Это правильная цифра? Сколько? 340? 40 тысяч долларов в год. Нет, больше. Ну, так вы поделитесь ей, наконец. Почему у вас 17 миллионов, 2% комиссия? Ну, 340 тысяч. Еще в месяц. Это в месяц. Месяц. Это у вас 340 тысяч долларов в год ваш доход ваш. Ну, это месячный показатель. Какой у вас МРР? У нас МРР $150 тысяч. 150 тысяч долларов. Да, в этом районе. Ретеншн какой у вас? Ретеншн у нас из всех подключенных клиентов за все время отключились меньше 2%. Месячный какой ретеншн? Месячный мы не смотрим, это неправильно. 3-месячный. 6-месячный какой у вас? Меньше 2%. Меньше 2%. Это вот отток клиентов, которые ушли от нас в итоге по истечению там... Черный, того 98%. Churn rate, да, churn rate правильно, меньше 2%, LTV, там, которые сами работают, больше 90%. Customer acquisition cost, это вот часть юнит экономики, которые как бы очень уже давно уже работают. Сколько работаете? На рынке больше года работаем. На рынке больше должна года. быть уже. Да, верно. Тут, когда ты работаешь с клиентом в объемах, и Customer Acquisition Cost, там, он как бы зависит от того, какой объем тебе в итоге клиент приносит. А там ты можешь потратить, условно, там, $10, и клиент тебе принес там, совсем немного. Здесь у нас по объемам считаем, поэтому мы в общем смотрим. А на отдельного кастомера, сколько мы тратим, это не имеет почти смысла в нашем бизнесе. Вы уже рентабельны, да? Да. С самого начала были, наверное, рентабельны? Нет, с самого начала не были. С самого начала не были. То есть вот это, чтобы сделать, это как бы команда работала, чтобы все это построить. И Sky, какой у вас Blue Sky для инвесторов? Сколько вы будете зарабатывать к концу года в декабре? К концу года в декабре мы прогнозируем, что у нас уже ARR будет чистым, если мы считать, то есть не общий ревеню, а больше, под $10 миллионов. И нам нужны средства, чтобы за рубеж идти. То есть там у нас история чуть посложнее, и мы тестим все еще. И у нас нет инвестиционного предложения вот прям сегодня сейчас, потому что оно нам нужно для выхода за рубеж. Чтобы выйти за рубеж, нам нужно еще как бы отточить наши процессы, и нам нужно для этого время. Смотри, ты сейчас сказал, у тебя МРР 150 тысяч. Да. Значит, ARR у тебя 1,5 миллиона сейчас, да, по году? Прогнозируем. По факту. Да, прогнозируем. А 10 миллионов это что? ARR ты сказал? Я уже путаться начинаю. Это прибыль. ARR это общий ревеню. Я говорил про прибыль. У тебя чисто прибыль 10 миллионов баксов? В год. В год. Прогнозируем к концу этого года. Вопрос был к концу этого года. Не, подожди. Чистая прибыль 10 миллионов баксов?
к концу этого года. Вопрос был про это, не сейчас. ARR это же не прибыль. ARR это revenue, я так и сказал. Подожди, ты что-то путаешь нас. Нет. 10 миллионов баксов в чистой прибыли, бро, ты о чем? Как бы нафиг тебе вообще инвестора? Ну, в смысле, 10 миллионов баксов. Инвесторы это не только деньги. То есть я... Окей, мы Да. где-то потерялись. Мы на русском говорим с тобой сейчас. Да. Да? 10 миллионов баксов чистой прибыли, ты мне говоришь. Не, это у него ARR, это просто revenue. Окей. Ну, цель нашего выступления сегодня здесь это фидбэк от вас получить и больше искать партнеров для международного экспансии, потому что там у нас есть сложности. Фидбэк такой, во-первых, как бы, ну, зачем вы работаете с Россией? Потому что огромная часть экономики Кыргызстана, она работает с Россией. И мы, если работаем с клиентами из Кыргызстана, мы должны работать с Россией. И какой процент у вас в обороте будет Россия занимать? Ну, как я сказал, мы только запустили, у нас сейчас как бы цифр нет, на что будет сказать, какой процент говорить. Но почти любой бизнес в Кыргызстане, он, особенно онлайн, да, у него есть клиенты из России. Он будет занимать, ну, возможно, даже половину точно. Ну, прогнозируемо. Это сложно сказать. Мы будем смотреть, уже запустились в этом месяце. Ну, не работать с Россией, работать с бизнесом в Кыргызстане, это очень сложно. Было бы нам легче с тобой разговаривать и думать, если бы ты просто на слайде вывел бы свои вещи, да, вот у нас GMV такой-то, MRR такой-то, там по концу года прогнозируемый такой-то, вот наша выборка основных клиентов, там, ну, у тебя же большие клиенты делают, ты сказал, 50% выручки. Ну, покажи своих основных клиентов. Дальше просто, чтобы нам легче было думать и там какие-то решения принимать. И дальше, конечно, ты market expansion какой-то. Куда market expansion? Зачем? Ты всех здесь обслужил? Да. Ну, если все закрыл этот рынок, ты же говоришь, ты меньше 25%. Да. Ну, как бы, сколько это меньше? 10, 30, 25, там, 24%? Или ты весь рынок забрал пеймента? Ну, вопросы, вот эти же вопросы нормальные, мы согласны будем тебе задать вопросы. Даже размер своего рынка. И на этом у нас время уже подошло к концу. Если есть какой-то очень краткий ответ, можно будет ответить. Нет ответов, нету. Спасибо большое за ваши вопросы. Да. Супер, друзья. Давайте поаплодируем у нас нашему первому спикеру. На самом деле отличный питчинг, примерно такой формат мы ожидали, то что не будет комплиментов, не будет там много полезных каких-то отзывов, сразу по факту будут спрашивать те вещи, которые будут импрувать наших дорогих стартаперов. И приглашаем следующий продукт, который специализируется на поддержке и принятии корпоративных решений и автоматизации, называется NG AI, его основателя Олега Пузанова. Под ваши аплодисменты. Всем здравствуйте, меня зовут Олег, я сооснователь компании NGI, и мы помогаем крупному бизнесу в ускорении принятия решений в проектной деятельности. Извините. Основная проблема сейчас на рынке, особенно у крупных компаний, это фрагментарность данных, из-за чего они тормозят с принятием решений. При этом их очень сильно давит это AI-ускорение, они теряют деньги, при этом пытаются инвестировать в AI. И, конечно же, сейчас появляются новые компании, которые решают эту проблему с помощью искусственного интеллекта, но там формируется новая проблема, это нейрослоп. Что мы делаем? Основная наша метрика – это time to first insight. Мы ускоряем его с недель, месяцев до нескольких секунд. Решения принимаются в 10 раз быстрее. И также мы это делаем как на своих собственных LLM-ках, так и на проприетарных. Мы подключаемся ко всем источникам данных, которые только можем найти в компании. Это чаты, это issue-трекеры, это репозитории кода, это звонки и так далее. И при этом у нас нет никакой интервенции к сотрудникам. Мы не ставим им на компьютере ничего, чтобы не формировать никакого сопротивления на местах, потому что в корпоративном секторе это основная проблема. У нас есть 3 типа зрелости компании. Компании, которые крупные, они все еще не иифицированы. Компании, которые готовы к ИИ, они начинают принимать решения на основе данных. И появляется новый тип компаний. Это агентская компания, это очень маленькие команды, которые начинают с агентами разгонять очень много функционала. И там формируется очень большой долг, который мы тоже решаем нашими агентами.
У нас уже достаточно такой стабильный пул клиентов. 25 плюс компаний в воронке, которые мы насобирали с этого года. Сейчас мы работаем с Узпромбанком, это SQB банк, и у нас там планируется большой контракт. Если мы все 25 компаний закроем, то, возможно, у нас будет 500 тысяч ARR к концу этого года. Преимущество Engie в том, что это локальный конференц-бот, мы устанавливаем все на серверах, пытаемся соответствовать регуляциям, и рынок, на который мы целимся, это рынок управления портфелем проектов, потому что мы фокусируемся именно на проектной деятельности. И, собственно, насчет конкурентов очень сложный вопрос сейчас, потому что они плодятся там, чуть ли не каждый месяц, каждый день. Основная наша конкуренция – это сопротивление на местах, которые мы решаем за счет того, что у нас нет никакой интервенции. И второй тип сопротивления – это регуляторы и ИБ-отдел, с которыми мы пытаемся договориться, либо объясняем им, какие данные можем фильтровать на выходе, либо устанавливаем нашу LLM в закрытый периметр. Мы более 20 лет занимаемся управлением проектов в IT. Мы сами выходцы из компании MadDevs. И на этом стоп. У вас есть 10 минут на вопросы и рекомендации. Поехали. Итого можно в одном предложении сказать, что вы делаете? Вот зрелость компании определенно есть, вы подрубаетесь и собираете все данные, дальше запускаете своих агентов и импрувмент какой-то делаете. Мы помогаем принимать решения. Основные вопросы, на которые мы отвечаем, это, во-первых, кого удерживать, кого увольнять сотрудников, сразу понимаем, насколько команда эффективна в решении своих проблем, какой проект успевает в дедлайн, какой не успевает в дедлайн, какие риски выстрелят, какие риски не выстрелят. Если команда агентская, которая шипает в 10 раз больше, чем полгода назад, мы вытаскиваем оттуда очень большой толк и тоже показываем командам для того, чтобы им приоритизировать процесс принятия решений насчет этого. Кто идеальный клиент? Сейчас покажу. Ой. Короче, идеальный клиент сейчас для нас – это компании, которые большие, но еще не иефицированы, они сложные для того, чтобы туда зайти, но у них есть деньги. То есть у них деньги, они как в таком кизике затопаны, мы их его выковыриваем. Второй идеальный клиент, который мы сейчас нашли, это либо соло-фаундер, либо агентская команда. Мы можем им сделать time to wow примерно за 1 минуту, показать, насколько их агенты генерируют рисков в их продуктах. Если эта компания потом вырастает, она становится нашим клиентом еще по более широкому спектру. Но по факту, по сути, идеальный клиент – это компания, которая уже готовится к ИИ, но все еще не иефицирована, у них есть деньги. Компании повыше – это те, в которые можно очень быстро зайти и получить вау-эффект, но у них меньше денег. То есть ваш клиент более продвинутая компания, у которых оцифрованы все данные и уже какие-то и имплементации внутренние есть, правильно, да? Нет, наш клиент – это в принципе клиент, у которого есть фиксация данных хоть в каком-то виде. Либо они там, ведут коммуникацию в чатах, если они еще ведут проектную деятельность, мы подключаемся туда. Если они регулярно созваниваются, там, условно, Google Meet, мы подключаем нашего конференц-бота и так далее. Чем больше данных мы зацепим, тем лучше. То есть ваш вот этот вау-эффект и конкретная рекомендация у вас как бы отработанный workflow, методология, которую вы сделали. Да. Правильно? Дело в том, что… Ну, имеется в виду, что вы показали таблицу галочки, как бы любой агент это умеет. Но у вас методология своя и workflow, который настраиваем для этой компании, да, они поэтому, сами не могут настроить такое. Да? Поэтому мы целимся именно на проектную деятельность, потому что есть огромный опыт вытаскивания из сырой даты рисков, которые выстреливают в проектной деятельности. По людям, по бюджетам, по проектам, по cyber security, по качеству кода и так далее. А там у вас вот бизнес-модель была $200. Это что это? За что было? То есть вы не по токенам чаржите? Нет. Мы
подключаемся, то есть мы нашим клиентам просто просим, чтобы они в Engie поставили свой ключ, и они используют свои системы. То есть мы стараемся не зависеть от токенов сами. Мы создали такую технологию, что-то вроде проектного нарратива, за счет того, что те данные, которые мы собираем, мы экономим на токенах клиенту в 100 раз. То есть если они сейчас все могут подключить MCP, но это будет, во-первых, галлюцинация, во-вторых, это будет очень дорого. Мы вот эти две проблемы решаем за счет того, что мы собираем данные и делаем это менее дороже, грубо говоря. То есть это per seat 200 у вас? 200 баксов – это вход на самую такую базовую штуку. Вот. В среднем это для очень таких небольших компаний, которые хотят попробовать. Одна из них, Узбекистан, небольшая продуктовая компания. В среднем пилот начинается от 2000, и дальше мы, как только попадаем внутрь компании, там уже сколько съедим, столько и съедим. Вашу методологию можно упаковать в Cloud-код? Допустим, если компания на Cloud-коде сидит, она может вашими рецептами воспользоваться в Cloud-коде сидеть? Да, конечно. То есть, да. Что мы делаем? То есть команды, которые сидят на Cloud-коде, вот, собственно, Engie Fleet, он анализирует именно эти команды. Он анализирует их код, он анализирует их коммиты, он анализирует полностью все паттерны, которые происходят. Под капотом Engie Fleet сейчас 9 разных CLI-агентов. То есть мы анализируем их код теми агентами, которыми они не пользуются. То есть если они пользуются Cloud-кодом, мы анализируем одновременно Kimi, Codex, Gemini, другими агентами, делаем такую 360 картину, прогоняем через наши ранбуки за счет экспертизы MedDevs и четко им показываем, где проблема, которую нужно сейчас решать. И фишка флита в том, что он работает 24/7 без остановки. То есть он эмулирует такую давление среды для агентик команды, потому что они все, ускорившись 10 раз, они уже не контролируют свои проекты. А еще есть второй момент, они не хотят работать с разработчиками, с программистами, потому что большая часть из них это генералисты. Они поняли, что Cloud-код это тот программист, который всегда соглашается со всем, и они уже вряд ли себе добавят инженеров. Я, наверное, неправильно задал вопрос. Вот вы говорите, ваш агент подключается ко всем инструментам компании, да? А если у меня все мои инструменты компании уже подключены к Cloud-коду и все работает, вы можете просто на Cloud-код сесть и в каждый не подключаться? Да. Вот это хотел услышать. Мы source agnostic, то есть нам не важно, где данные. Главное, чтобы мы смогли до туда достучаться. Дальше мы их прокручиваем, прогоняем, сохраняем у себя и анализируем через нашу методологию. Классный продукт. Я бы хотел еще тут отметить, куда нажимать, чтобы кликался. Мы открыли раунд. Сейчас у нас есть soft commitment от SQB Ventures. Мы уже проводим due deal. Есть soft commitment от Ягиза из Domino Ventures. Мы с ним в теплых отношениях. Я был первым выпускником его программы. И приглашаю вас тоже поучаствовать в раунде. Еще раз про ваших клиентов расскажите. Клиенты – это компании, которые занимаются проектной деятельностью. По сути, это банки, телекомы, это сервисные компании. Можете назвать, какие банки, какие клиенты? Да. Собственно, клиент компании MedDevs, американская компания Clutch, продуктовая большая, которая нанимает разработчиков со всего мира. В основном сейчас мы идем по финтеху Узбекистан. Там есть очень хороший способ заходить в эти компании. И вторым веером, когда мы все эти компании отработаем, мы хотим пойти по сервисным компаниям, договорившись с IT-парком в каких-нибудь условиях, как мы можем помочь сервисным компаниям с ускорением процесса принятия решений, эффективностью, потому что у Узбекистана стоит фокус на аутсорсинг. Я знаю, что аутсорсинг это всегда 300 раз нужно перепроверить, чтобы тебя не выкинули и не поменяли на дешевых представителей из других стран. По-моему, Узбекистан уже переобувается на продуктовую историю. Продуктам тоже помогаем, продуктовым компаниям тоже помогаем.
хорошо, юнит-экономика ваша как выглядит? Сложно сказать. Но по факту мы то есть если клиент уже становится нашим клиентом, мы почти что ничего не тратим на его саппорт. То есть он либо может заказывать какие-то кастомные фичи, и мы это билим ему, и его саппортят в основном наши sales-инженеры. То есть, грубо говоря, все эти деньги, которые мы сейчас зарабатываем, это по сути то revenue, которое идет на команду, которая существует. Токены, они напрямую оплачивают и дают вам просто Да, ключ да, свой, да? да. Мы сделали все возможное на самом старте, чтобы не зависеть от инфры и скинуть все Они на имеют свой клиента. прямой доступ API или проходит через ваш API? Через наш. Ну, то есть У вас есть, API Enterprise уровня? есть клиенты, которым не важно насчет персональных данных. То есть там, в принципе, любой ключ может быть. Есть клиенты, которым важно персональные данные, и мы ставим им прослойку нашу, которая это все чистит. Есть клиенты, у которых есть железо и очень жесткий ИБ. Мы ставим нашу модель MPLM с периметром. Это open source какой-то? Это модель на базе клиент третьего. У нас дата от MedDevs за, по-моему, 6 лет. Но мы ее не тренировали, мы эволюционировали промпты к этой модели. Это значит, что у нас нет трат на GPU по файн-тюнингу. То есть мы не файн-тюним модели, мы файн-тюним промпты. Вот то, что вы рассказывали, дистилл, который Кими делал на антропике, мы делаем то же самое, только для своей модели в фокусе именно проектной деятельности. И на этом время уже подошло к концу. Огромное вам спасибо, Олег, Спасибо большое. за Спасибо. чудесный спич, чудесные проекты. Мы готовы идти дальше. Следующий стартап – это у нас глубокотехнологичный диптек стартап, разрабатывающий неинвазивный нейроинтерфейс. Вот такие интересные очень слова. Называется он ArtSkin. И приглашаем к нам основателя, а также SEO этого стартапа Ильяса Джиентаева. Друзья, ваши аплодисменты. Спасибо. Я попробую на английском. Hi everyone, we are ArtSkin, a new type of native interface that helps people with prosthetics to feel what they do. Worldwide, more than 60 million people are living with limb loss, including about 5 million living in the US and 500,000 amputations each year. 90% of them are lower limb amputations. The problem is the duration of the rehabilitation. In the case of upper limb prosthetics, people don't feel what they do. For lower limb, patients suffer from finding a balance of walking, and rehabilitation may last up to 2 years. Human movements works only because the brain constantly receives feedback from the body. For prosthetics, it doesn't work because there is no feedback. We restore that communication by building non-invasive net interface, and this is achieved by developing unified technical solution that restores, that provides natural sensation of touch and transmitting the temperature of objects. It's also easily adaptable to any type of prosthetics and each user's physiology using AI. Let's talk about how it works. Our skin has millions of tactile receptors. When we touch something, we know exactly where it was. They like GPS for our brain. Artificial skin works in the same way. There is a matrix of sensors covering prosthetic surface connected to the bracelet. Whenever sensor is touched, the bracelet stimulates our natural receptors. In this way, the brain will learn to perceive prosthetics as our natural part. So there is the actual hardware, how it's look like, and we design it like modular system to easy to scale. In this video, I reproduced a bionic arm, and I was testing on myself current solution and comparing with electrical simulations. Now we have technical laboratory and everything to build fast. Last year we filled provisional patent in US, and now we're preparing for bioethics committee to collect data from 150 patients. You can see our roadmap for this year. After collecting data, we're aiming to build our own AI model to make calibration to each user's physiology automatically. And after that, starting to collaboration with US clinics and start the FDA process. We found some numbers in the United States and Europe and made extrapolation to the whole world. I think we can sell our dev kit for $5,000 per unit. Now we are on R&D stage, and the first step of monetization is selling our dev kits to companies that produces bionic prosthetics. And the final stage is licensing our technology and expand to other fields like VR and robotics. There is a list of competitors who are working on a feedback technology like us.
All of them use non-invasive stimulation method, but the transmission method is different, which affects on the accuracy of the sensations. We have a strong team of engineers and advised by medical professionals. I'm a hardware engineer with more than 10 years experience. And I'm honored to present my team. Sultan Tukashев is the president of Association of Surgeons of Kyrgyz Republic, and his team was the first to install bionic arms in Kyrgyzstan. Again, Alan Kulov is... И стоп, на этом время уже, к сожалению, подошло к концу. 10 минут на вопросы, также рекомендации. Простыми словами объясни. Еще раз. Что делает твоя штука и почему она нужна? Понятно, что протезы, сенситивность, как проблема решается, что для этого надо, если у тебя прототип сейчас и дальше. Да. Начну с самой технологии. Что это такое? Делится на два устройства. Это чувствительная гибкая поверхность, которая покрывает протез. Вторая – это браслет из матрицы электродов, который стимулирует наши механорецепторы. То есть, когда мы касаемся каких-либо объектов, не глядя, мы понимаем, что и как мы коснулись. Когда мы проводим рукой, мы понимаем текстуру объекта благодаря вибрации, потому что у нас есть 4 основных рецептора, которые реагируют на легкое касание, вибрацию, глубокое давление и вплоть до боли. И современные решения есть инвазивные и неинвазивные. Чем между ними отличие? Именно принципиальное. Инвазивные – это с помощью хирургического вмешательства. Но это история, которая не скейлится, потому что в Казахстане, например, на 100 тысяч пациентов есть 100 нейрохирургов. И каждый из них это срок реабилитации, это, как бы это сказать, это подключение электродов к каждому нейрону отдельно, и это супер дорогая история. В Штатах примерно то же самое, но пропорция немножко другая. В чем отличие неинвазивных методов, которые сейчас есть? Это есть несколько технологий, называется Haptics, есть простая электрическая стимуляция, которая прошла FDA у Ottobok, является основным поставщиком решений для протезов в Соединенных Штатах. В чем, как они работают и в чем мои отличия? Haptics технология – это передача глубины касания и конвертация это в вибрации, то есть они конвертируют, насколько нас коснулись вибрацию. Это совершенно ненатуральное ощущение, и мозг заставляет быть перегруженным постоянно. Электрическая стимуляция, которая защищена FDA и прошла регуляторику Ottobok, она простая в том смысле, что нет разделения по типам ощущений. Вот как я перечислил выше, у нас есть 4 основных механорецептора. Когда ток проходит по поверхности кожи, там нету понятия «это растянулось», «это было легкое касание», «это было давление». Он стимулирует все подряд, и там есть, если мы говорим на языке EI, то типа галлюцинации, потому что там есть ноцицорецепторы, которые влияют на боль, и если их слабо стимулировать, то будет ощущаться как легкое покалывание. Получается, вот эти 4 рецептора, твой, получается, прототип дает возможность мозгу распознавать? Да. И понимать, что это для этого, это про это про это. Да? Окей. Да. Сейчас прототип у тебя есть. Прототип еще финализируется. Вот как это выглядит железка, для чего она сейчас нужна, она может выглядеть громоздко. Размеры там 8 на 20 сантиметров, это, по-моему, 8 на 6 сантиметров. Это не важно, потому что мы будем собирать данные с пациентов. И важна частота данных. То есть, например, я рассчитал ток такой-то, но по факту из-за сопротивления кожи, из-за разности слоев кожи, из-за индивидуальных физиологических особенностей, ток может пройти разный. В чем принципиальная разница? В современной текущей модели, которые уже применяются в протезах, они не меряют состояние кожи. И один из модулей железки у меня включен в стимуляцию, я меряю состояние кожи каждый момент времени перед стимуляцией, чтобы обеспечить защиту. И у меня есть аппаратное прерывание, чтобы не вызывать болевые токи после калибровки железа. Получается, основная инновация у тебя вот в этих сенсорах. И как сигналы поступают и так далее, да? Хардвер-часть – это то, что я могу селективно выбирать тип рецепторов на разных подслоях. Дату мне нужно собрать, чтобы сделать AI-модель, которая будет автокалиброваться под каждого пользователя. И да, новшество, еще там есть пару вещей, что я должен мерить температуру. На что ты патент сейчас подаешь? Ну, при пендинг там у тебя? У меня будет несколько, это будет пакет, потому что это и софт, и хард часть. В основном это хард, но софт, данных таких просто нету в открытых источниках как минимум. Когда прототип будет готов?
хотя бы такой, ну, самый простейший. Он не обязательно красивый будет, но вот эти 4, получается, сенсорных ощущений, чтобы передавало работу. Сейчас смарт. До конца апреля это будет сделано. Биоэтический комитет, у нас уже есть драфт протокола исследований. И Биоэтический анкет где? Здесь? здесь, да, в Кыргызстане. Окей. Но это по хельсинским стандартам мировые, они по миру признаются. Я понимаю, да. Итого, там волонтеры какие-то должны быть, да? Сколько? Да, это ординаторы при вузах, но мы это прогоняем через общество хирургов, где Султан Тукешев является президентом. На базе какой клиники это проходит? Вот деталей вот этого не знаю, потому что вся клиническая часть закрывается благодаря Султану Тукешеву. Понятно. Окей. И 150 самплов достаточно, в смысле, людей? Достаточно для того, чтобы собрать первые данные у тебя получается? Минимальное количество вообще 30 человек. Но Окей. я хочу разбить на подгруппы по возрасту и по типам кожи. Когда это все у тебя? Ты сейчас на клиническом комитете, на комитете этическом будешь утверждать план работы и так далее, 150 людей, какую-то базу, какая-то клиническая лаборатория, там чего-то, какая-то больничка у тебя должна быть, да? Есть условия для этого. Когда это будет выноситься? Вообще, я думаю, что мы начнем собирать данные. Первый я буду собирать сам, чтобы учить ординаторов, как это делать, в конце апреля, в начале мая. Понятно. Вот, да. И на первых 10-30 пациентов я это буду делать сам, потому что нужно очень строго выстроить процедуру калибровки и так далее, чтобы потом, я еще сейчас в процессе постройки инфраструктуры под автоматический сбор и калибровка, потому что перебор там, не знаю, 150 тысяч строк параметров вручную, это практически нереально, и мне нужно это автоматизировать. Итого, к концу года у тебя будет какой-то прототип и первые данные какие-то? Да. Я думаю, что до конца лета все 150 пациентов должны быть, да. Соблюдение протоколов кто вовлекается? Грубо говоря, что они... В общем, под руководством Аргена это будет и Султана Тукешева будут делать в конечном счете ординаторы по протоколу. Понятно. Хорошо. Что нужно сейчас? Аск, еще $200 тысяч под 6%. 200 тысяч долларов под 6%? Да. Под 7%? Да, под 6%. Под 6%. Да. Подожди, 6% годовых или 6% компании? Компании. Окей. У меня не будет ревеню еще очень долго. У меня просто практически нулевой берн-рейт, потому что у меня есть техническая лаборатория при поддержке парка высоких технологий. У нас есть практически все оборудование для того, чтобы быть независимым ни от китайцев, ни от кого. Мы сейчас заказываем свои локальные мощные серверы для постройки AI-моделей, в том числе PCB-принтер, это штука, которая умеет делать вот такие платы. Кто за всю эту красоту платит? Парк высоких технологий. Парк высоких технологий платит? Да. В прошлой презентации я указывал, что они выделили мне грант equity free на $50 тысяч, и мы его оснастили, и я вот со дня на день жду У тебя лаба готова, получается, физически? Практически готова, да. Практически. Все Некоторых компонентов не хватает. Кто модельку будет рисовать? Модельку какую? Ну, AI-часть кто будет делать? Или Буду вы пока искать. open source? Нет, да. Сначала соберем данные, потом подумаем, как это моделировать, Окей. и потом. Когда ожидается лицензирование или сертификация? Это класс 2 девайс по FDA. На нее срок от 12 до 18 месяцев. Если взять запасом, то это 2-2,5 года после 27 года. Fast track какой-то есть по ним? Какие-то кейсы до этого? Еще раз? Fast track какой-то есть? Это medical device же полноценный? Это medical device полноценный? Это medical device, да. Понятно. Тогда тебе партнеры нужны еще, да? С моей клиникой у тебя что происходит сейчас? С моей клиник нет. Мы разговаривали с Адамом Шаркави из Material Impact Fund в Бостоне. Он авторитет мнений в Medical Device, и все те, кто в Material Impact фонде, они специализируются на Medical Device разных сторон. Это FDA, регуляторика. Криштиан, например, был разработчиком железа. Адам знает со стороны, у него есть связи с VA Clinics. Но мне нужно до этого дорасти. Я хочу прийти к нему с конкретными данными, чтобы просить большее количество пациентов, например, VA Clinics Palo Alto на 1000 пациентов, и дальше подтверждать свои гипотезы о том, что я могу сократить сроки реабилитации, уменьшить процент отражения. Вот эти 4 человека, которые ты нарисовал там, это твои кофаундеры сейчас? Не все, только Султан Тукешев. Вы вдвоем сейчас кофаундеры, а Арген и Евгений, они кто? Арген это как medical advisor у нас идет, а Евгений как инженер, да, как штат. А так ты один в поле воли, я так понял, здесь. Пока делаешь в Бишкеке, это дешево сертитов до первого
первый раз? Сейчас, да, сейчас как бы из-за того, что мы здесь находимся, и вся клиника, и вся хардвер-часть покрывается здесь, мне в дальнейшем будет нужен бизнес-дев, скорее всего. Я его буду искать, я как бы его уже ищу. А вот эти 200 тысяч, на что ты просишь? А? 200 тысяч куда пойдут? Ну, во-первых, самое главное это IP, дальше это инфраструктура, и я бы хотел платить как бы сотрудникам и привлекать, вот, например, и инженера, чтобы не выращивать там студентов, а брать готовых специалистов. Понятно. Возвращаясь к твоим сенсорам, скажи, пожалуйста, вот какие у тебя там новации на самом деле есть, да? То, чего нет у других, какая у них, какие характеристики, разрешающая способность и вообще это. Да. По сенсорам Можете завершить вашу мысль, Одну ответить. минутку. Да. По сенсорам нет, в Стэнфорде сделали офигенную кожу, которая все это умеет делать, поэтому я перепрофилировался именно на стимуляцию, селективную стимуляцию, неинвазивно, то, чего нет ни у кого. Вот, а кожу как бы можно воссоздать, сейчас есть куча гайдов, и я просто это адаптирую под протезы экзоскелеты, которые я строил в лаборатории, чтобы показать use case. Вся история именно core технологии это про селективность стимуляции, чтобы в дальнейшем передавать паттерны по видам материалов, не глядя, как собственная рука. Можно один быстрый вопрос еще? Да, конечно. Если это делать не людям, а роботам, робот посуду лучше будет мыть? Это будет еще проще, потому что... А почему с роботов не начать? Не быстрее? Да можно начать, но я хочу просто это добить, как бы для роботов частично это уже сделано. Я не хочу повторять чьи-то решения. Я уже повторял для своего опыта, чтобы понять, где боль, где как бы проблемы. Если он посуду лучше будет мыть, вы так долго не будете тратить на FDA и так далее, сразу можете продаваться же. Просто моторика и сенсорика немножко разные вещи. Вот управление, точность, все делают через компьютер vision и довольно точно. И вот, например, там тесловские вот эти роботы, они внедрили уже датчики. С ними конкурировать просто бессмысленно. Хаптики, да? Да. Haptics, там емкостные сенсоры, матрицы. В общем, они комбинируют решения. То есть, насколько это релевантно, я не знаю. Поэтому как бы я взял вот критичный рынок. И, уважаемые судьи, если хотите, можете сделать общий итог. Немного ранее для нас, для Big Sky. Мы с Ильясом, в принципе, на связи. Будет интересно посмотреть на первые прототипы, первые данные, которые будут собраны. Хорошо, что можно оптимизировать. Другой вопрос к протоколам, к строгости соблюдения всех протоколов и так далее. Само собой. Да, патент над патент сильно меня не беспокоит. Интересно все, что с данными потом у тебя произойдет. Вот там поймем. Супер, отлично, аплодисменты, друзья. На этом презентация и спич подходят к концу. Я прям видел, как все затаили дыхание, потому что презентация была безумно интересна. Это действительно еще что-то новое, не только исключительно именно цифровые IT-стартапы, но и что-то, что помогает действительно делать наш мир более инклюзивным. И мы идем дальше. Следующий стартап тоже звучит очень интересно. Следующее описание у него — супер-ап для ресторанного бизнеса. Называется он Pie. Приглашаем на сцену сооснователей SEO Pie Эрлан Джелдош под ваши аплодисменты. Мы строим суперапы для ресторанов по подписке, развиваем новую индустрию, связанную с Ростехом. Есть две проблемы. Исходя из данных EasyTap, в общепите 94% недобора персонала в отрасли из-за дефицита рабочей силы. Ну и это главная проблема. Вторая, конечно же, в процентных издержках по разным категориям. Дефицит персонала мы просто автоматизируем на всех уровнях. Мы снизили в 20 раз время оплаты счета, мы убрали кассиров с принятия заказов, мы убираем операторов с заказов на доставку. С точки зрения модели, у нас подписочная модель, мы разбили весь функционал на 7 пакетов по фикс-стоимости. Наш продукт основан на безнале, поэтому мы просто дропаем налы и даем лучшую ставку по налогам. А второй банк в стране дал нам нулевую ставку по системе быстрых платежей. Это все нам позволило выйти для всех наших мерчантов, мы покрываем 70% выручки в заведениях. У нас положительный
У нас рекуррентный трекшн с положительной динамикой, 0% черн. В Q2 мы увеличимся вдвое благодаря подписанным уже контрактам и новому модулю доставки. Все это, конечно, благодаря команде. У нас, мой прошлый опыт был становление единорога из Кувейта. Айбек был техлидом в Джусане, а Сардар и Кайргуль являются сооснователями крупных сетей кофеин. И в целом у нас баланс в команде между разработчиками, между IT и общепитом. Конечно же, это отразилось на продукте. Такие быстрые итерации привели к тому, что на данный момент мы самый крупный Ростех по функционалу во всем мире. По масштабированию мы строго вертикально растем. Сейчас мы выходим в Алмату, и дальше у нас потренироваться в скейлинге. Мы не умеем масштабироваться. И сразу же выйти на 3 других города. Самыми ключевыми вещами для нас является процент безнала в регионе. В этих регионах как раз хороший, а второй, самый главный, это система быстрых платежей. В Казахстане и в Узбекистане он сейчас активно растет, государство вынуждает Каспий подключиться. Из-за этого все Ростехи в Казахстане, из-за отсутствия такой системы быстрых платежей, Ростехи в Казахстане не преуспели. С точки зрения инвестиций, у нас план рейзить в каждом регионе. У нас жесткий коммитмент в Кувейте, в Дубае, в Эмиратах, в Казахстане мы открыты. И все, время подошло к концу. Отлично. Настало время для вопросов и рекомендаций. 10 минут. Не очень понятно, какую вы проблему решаете. Я так понимаю, таких сервисов много, да? Вот, и чем вы отличаетесь от других сервисов? Таких сервисов у нас в регионе много. В мире таких сервисов практически нету. Самые крупные мы нашли только в Швеции и в Австралии. Почему мы отличаемся? У нас жесткий фокус. То есть компетенций, которых у нас есть именно специализированных, нет ни у кого. И поэтому благодаря мы растем быстро. А конкретно более, персонал он есть. То есть если у нас в регионе это из-за нехватки ресурсов, то в большой арабской шестерке это из-за дороговизны и вообще в целом HR. Мы просто автоматизируем процессы, которые вообще давно должны были быть автоматизированы. Давайте я вам расскажу вот этот последний слайд, который не успел. Мы сейчас на стадии трансформации. То есть если мы сейчас типа white label приложение для заведений, то мы становимся Uber. А Uber что сделал? Он не просто автоматизировал, связал клиента, убрал оператора, связал клиента с водителем. Он еще дал рынок. И мы сейчас идем к этому рынку. Мы хотим стать просто агрегатором еды. То есть если у нас есть в мире агрегаторы доставки, и это есть самый крупный фудтех, то мы хотим в целом быть в 2 раза дешевле по доставке, чем они, в 5 раз лучше, благодаря автоматизации. Боль, например, связана с доставкой в то, что она никак не автоматизирована. Квака смогла на этом заработать, то, что сделала интеграцию с точки зрения перебития заказов, связав систему. Но она в обратную сторону не работает. То есть если что-то заведение ставит на стоп-лист, что-то заканчивается, им приходится бегать в Яндекс отдельно, в Glovo отдельно и во все агрегаторы. А у нас это все. То есть вы ставите себе на подсистеме стоп, у нас везде на стоп ставится. Но доставку вы все равно делаете через агрегаторов? Только в обратную сторону? Не хотим работать с вот этими всеми агрегаторами. Они видят у нас конкурентов и дают очень плохих курьеров. В Кыргызстане у нас жесткий коммитмент с Glovo и еще одним стартапом. Но в Казахстане очень хотим поговорить с InDrive. Но все постепенно идет. Сначала мы покрываем большую сеть, дальше мы коллаборируем с финтехом, и только последним этапом мы подтягиваем Райтех. InDrive навряд ли в Казахстане пойдет на доставку. Другой вопрос, там другие рынки, Пакистан, там Индонезия, там InDrive с удовольствием с вами поработает. Эти рынки мы не рассматриваем. Мы рассматриваем только большую арабскую шестерку, это GCC countries. В них есть такие игроки, я с ними уже разговаривал.
которые только B2B, то есть они не являются агрегаторами, они выступают B2B доставкой для разных бизнесов. И их модель просто вот в этой подписке. Они не агрегируют лиды. Лиды будем мы агрегировать. Вот она там работает, да? Почему ты разделил 3, грубо говоря, направления, там GCC, ну вот это вот что такое, зачем ты это делаешь? Ну мы просто рейзим не в мать, мы рейзим у нас орг-структура такая, что мы открываем в каждой стране дочки, и мы туда рейзим. Ну это же бессмысленно. Почему бессмысленно? Потому что венчура инвестируют только в IP. Поэтому мы не совсем, наверное, венчурная история. Вы вообще не венчурная история. И вообще зачем тогда вас инвестировать, если это не IP? А во что тогда мы должны инвестировать, как вы думаете? Конечно. Вот то, что вы заработаете денег в кашевую историю, в дивиденды, Нет. тогда вас надо оценивать в 3 беды. Вы согласны на это? У нас... Если вы хотите, чтобы вас оценивали как венчурную историю, продается IP, да? Вы понимаете? Как я понимаю венчурку? Нужно дать точку, понятную экзит для вас. Вы инвестируете в нас, делаете иксы, правильно? И мы делаем это с помощью того, что у нас все 3 банка, то есть мы разговариваем со всеми 3 банками в Кыргызстане, просто экосистема развитая. В этих регионах, особенно в арабских странах, у нас четкая, понятная экзит стратегию с финансовым институтом. Потому что банку плевать на нашу выручку. Ему важны совокупность факторов, что мы делаем. В Кыргызстане мы покрыли 70% выручки в заведениях. Это огромные данные, которые могут насытить скоринг, кредиты, потребительский кредит – это инструмент номер 1 в банках. И в целом, то есть огромный регион, как с точки зрения бизнеса, то есть почему мы хотим только в арабской шестерке? Почему мы не идем в Юго-Восточную Азию? Потому что нам важно, чтобы рестораны был интертеймент номер 1. У нас это из-за экономических и культурных соображений, то в арабских странах это из-за культурных и климатических. То есть для них нет другого развлечения, кроме как пойти поесть. И для нас тоже. Не знаю, не очень понятна модель, честно говоря, да, то есть вот я так и не понял, чем вы отличаетесь особенно сильно. Вот, и идете в Красный океан, да, то есть и продаете локально, да, это, мне кажется, вообще не рабочая история. Мы готовы продавать и мать, но если видим, что конкретно инвестор актуален нам на протяжении 5-6 лет, мы поняли, что выгодно брать инвестицию стратега. Стратег не просто деньги дает, он нам дает экосистему, кучу всего. Стратега нельзя брать деньги сразу. И не более 5% от equity. Это вам просто, вот я как венчурный инвестор говорю, могу объяснить вам потом подробнее, почему. У нас не больше 2,5% отдано стратегу. Потому что когда вы возьмете на борт одного стратега, другой к вам не придет. Есть такое, да, абсолютно. Поэтому и, соответственно, надо быть осторожным. А кому вы будете потом продаваться? Потому что покупать вас будет тоже только стратег. А если вы зашли уже в теплые отношения, в горячие отношения с одним стратегом, он потом вам будет диктовать условия. Все. Потому что вы никуда уже больше не денетесь. Вы допускаете все классические ошибки, которые вот есть у фаундера. Вам нужно идти к профессиональному инвестору венчуру, чтобы он вам просто, даже если не инвестировал, просто объяснил эти ошибки, чтобы вы их не создали, потому что потом исправить будет трудно. И вот это вот распределение, то, что вы тогда будете лицензии продавать, да, на эти страны, кто их будет поддерживать? Это такая история, знаете, вы же не первые попытались вот это умное придумать, да? Но не работает она. Это наша гипотеза. Я про что и говорю, да. Если хотите, можете в мать. Это просто как с Фиксфилдом. Чем они отличаются? Компетенция go-to-market, компетенция go-to-market. То же самое у нас, только мы не в какой-то гонке, где каждый день, каждая секунда важна. Общепит не терпит ошибок. Одна ошибка, все, он тебя выкидывает. Это огромная система, то есть это самый сложный стандартный бизнес с точки зрения разных костов. И мы разделили, то есть вот это наша компетенция. Ни у других этого нет. Все? Да. То есть. А вот это и есть.
Да. А кого ты Это старый, кстати, комитет Ну, написано вот должно быть. Какие-то уже пилоты на этих рынках были, на внешних? Смотрите, Americana Restaurants – это кувейтская компания, которая владеет мастер-франшизой бизнесов KFC, Baskin Robbins, Hardee's, Burger King в Казахстане. 269 точек. У них есть такие приложения, просто они не дают автоматизацию, а мы даем. Поэтому это тот основатель, где я работал до этого. И он мне просто за красивые глаза отдал Hardee's в Казахстане. 4 апреля мы едем разговаривать с мерчантами и разговаривать с кандидатами. Только стартуете, да? В Алмате, да. Все, спасибо. Дорогие наши судьи, если у вас есть как-то подытожить, можете вот буквально в пару словах это сделать. То есть, мне кажется, у всех не хватает аска, да? То есть сюда пришли с какой-то целью. Нужно в слайд всегда ставить, что вы хотите, сколько по сколько. Хорошо, отлично, аплодисменты. Аплодисменты Эрлану в том числе. Спасибо большое за презентацию. И мы готовы идти дальше. Также хотелось бы сделать совсем небольшую ремарочку о том, что, дорогие наши следующие питчеры, которые будут рассказывать о своих стартапах, в том числе, дорогие наши судьи, просьба, пожалуйста, погромче говорить в микрофон, чтобы все наши дорогие гости, чтобы вся аудитория точно слышала, о чем идет речь. И приглашаем на сцену следующий стартап, который трансформирует пассивное медицинское обучение в активный рост компетенций с помощью искусственного интеллекта. Называется он HiDoctor. Приглашаем на сцену основателя и SEO Нурсултана Масалбекова. Под ваши аплодисменты. Привет всем. Уважаемые гости, добро пожаловать. Так. Так, я представляю проект HiDoctor. Мы занимаемся анализом и развитием клинического мышления у студентов медицинских вузов и медработников. Итак, на сегодняшний день все задают в мире вопрос, когда AI заменит докторов. Но отвечая на этот вопрос, мы думаем, что надо заранее найти ответ на другой вопрос. Что делает на сегодняшний день доктора незаменимым? Так, если мы вернемся к структуре данных, на сегодняшний день по всему миру два столпа данных, они хорошо оцифрованы. Это данные пациентов, его монополизировал такие крупные игроки, как Epic и Cerner. Есть огромная база данных научных исследований, данных фармкомпаний. Но есть основная проблематика. На сегодняшний день нету больших объемных данных касательно вопроса, что такое клиническое мышление. И это зона, которая пока на сегодняшний день свободная. И как раз отсутствие ответа на этот вопрос приводит нас к основной проблематике. Только в США за 1 год сжигается порядка $1 триллиона на обслуживание медицинских ошибок. По всему миру эта сумма колеблется от 2 до 5 триллионов долларов. Как следствие, это приводит к смертности порядка 3 миллионов пациентов ежегодно. Это данные открытых источников от Всемирной организации. И, конечно, кто страдает больше всего от этого? Согласно данным исследованию Джона Хопкинса, свыше 60% студентов, которые только закончили медицинское обучение, испытывают колоссальную нагрузку и совершают большое количество клинических ошибок. Проблема заключается в том, что современное медицинское обучение одностатично, и она проверяет только знания путем тестов. Но нету оценки когнитивных функций, то есть как он мыслит. И это большая проблематика, которая приводит к ошибкам. И вот на сегодняшний день мы разработали платформу HiDoctor, которая анализирует и развивает клиническое мышление путем симуляционных технологий. И на сегодняшний этап мы фокусируемся на медицинском обучении, которое помогает нам собирать большой объем данных. Вот. Как мы собираем данные? Мы даем микроуроки, адаптивные тесты, и конечный результат — это работа с виртуальным пациентом, который дальше создает карту мэппинга о том, что умеет, что не умеет делать этот студент, формируется когнитивный профиль. И мы его раскидываем по нашей собственной модели. Это семантическая память, атомарная память, которая в свою очередь создает когнитивный уникальный профиль умений и ошибок каждого конкретного студента, в последующем и врача. Вот. И эта модель нам помогает собирать больше данных на основе большего количества пользователей. Вот. На сегодняшний день мы запустились в нескольких вузах Центральной Азии. Это Астанинский медицинский вуз, это КГМА,
Ну, по сути, это весь рынок Кыргызстана мы заняли. Мы фокусируемся на нижней части, это улучшение, как раз усвоение разного рода материалов. Вот, у нас есть два типа рынка, это value-based рынок, который акцентируется на медицинских ошибках, и market-based рынок, это когда мы фокусируемся на... вот, я не успел. И на этом у нас время подошло к концу. Отлично, идем дальше. 10 минут, вопросы, ответы, рекомендации. Поехали. Вы на каком этапе подключаетесь? На ординатуру заходите вместе с ними? Нет, мы сразу заходим с первого курса, заключаем контракт с медицинскими вузами. Ну, это же не клиника. Эта теория, она идет, пока до ординатуры не дошли до человека там в каком-то виде. Да. Ну. Да. Мы сейчас фокусируемся на работе с медицинскими вузами, чтобы основная проблематика – это у студентов медицинских вузов нету клинической практики, и мы это заменяем через симуляционные технологии. И когда мы начали работать вот в этом секторе, мы поняли, что есть там еще дальше глубина. Мы можем не только отдавать симуляционные технологии, но анализировать, как формируется это клиническое мышление. Ну а как это, например, на общем, на личфаке это можно применить? Например, как бы там же все равно надо с трупами работать и так далее. Нужно... Да, мы не говорим про практическую часть, про навыки именно практические, руками потрогать, там, СЛР сделать, да, там, реанимационное мероприятие. Мы говорим про мозги, мы качаем не навыки руками, а качаем мозги через симуляционные технологии. То есть у нас есть виртуальные пациенты, которые имитируют поведение психоэмоционально-бихевиористически реальных пациентов, и на них студенты тренируются. Понятно, да? То есть пациент с каким-то генетическим заболеванием, он имитирует поведение этого пациента, а задача студента – это первое, через коммуникационные навыки собрать информацию, его проанализировать, построить дальнейший путь, какой диагноз, какие анализы назначать, какие инструментальные обследования, какое лечение и так далее, и так далее. И мы на основании этих данных создаем вот такую вот клиническую карту компетенций. Ну это получается, например, для терапевта хорошо. Там, если на более узких специалистов вы зайдете, там все равно нужно будет физическая диагностика по-любому. Вот поэтому мы говорим, что университет – любой клиент на текущий момент. То есть это General Medicine, который формирует семейных врачей. А потом уже идет следующим этапом элемент специализации, когда уже студент закончил и в ординатуре выбирает специализацию. Там для них у нас это другое предложение. Как давно вы уже свои услуги предоставляете? Мы залаунчились в марте прошлого года. Год. И какой-то НПС есть? Мерите его, спрашивали? Обратная связь от университетов у вас есть? Да, мы регулярно с ними контактим. Мы более того, мы не только спрашиваем, мы с каждым университетом, когда мы заходим не как клиент или партнер, а мы заходим в рамках исследований. Давайте будем проводить исследования. И каждый раз регулярно мы собираем полноценный фидбэк. То есть в каждой стране, когда мы заходим, мы сначала с университетом, потом биоэтический комитет на исследование, собираем информацию и постоянно трекаем студентов. Как-то можно это измерить, да? То есть в цифрах, ну, что они лучше понимают, осваивают? Вот. То есть после года... Это тестами проверяется, да? Это первое, мы даем вводную работу с виртуальным пациентом, они собираются, то есть мы собираем балл, сколько он занимает, потом они проводят внутреннее тестирование, и вот на этих данных мы отслеживаем регулярно по модулям. То есть каждый модуль они должны сдавать тест, и мы это соединяем с работой с виртуальным пациентом. Вы того с LMS-кой интегрируетесь, вы в учебный план, в curriculum как-то вшиваетесь? Мы вшиваемся в curriculum, но не в LMS. Ну, отдельно получается, как... Ну, это потому что такой формат у нас взаимодействия идет, да, с медицинскими вузами? Да, сейчас в целом тенденция мировая подготовка медицинских кадров идет такая, что многие вузы, они передают приоритет на самостоятельную работу студентов, чтобы разгрузить своих преподавателей, чтобы студенты сами учились и ознакомились. И мы встраиваемся вот в эту структуру, берем их в curriculum, сшиваем вот наш тематический план, микроурок и последовательность виртуальных платов через систему пререквизитов. И студент просто в рамках изучения всего материала, он идет как обычное занятие, а также дополнительно работа с виртуальным пациентом. Как вы формируете вот ваших виртуальных пациентов, то есть симулируете, вот симуляторы, как вы их делаете? Их, наверное, там сотни, тысячи, я не знаю, этих симуляторов.
Да, вот это решение, это у нас третье решение. У нас было первое решение, это медицинская информационная система, АРМ, то есть автоматизированное рабочее место врача. И мы там на время работы собрали большое количество клинических данных. И мы на этих данных адаптируем вот эти вот кейсы, естественно, анонимизированные, с соблюдением всех этих, под работу виртуальных пациентов. То есть это все внутреннее. Отталкиваетесь от существующих каких-то уже кейсов. Да. Просто анонимизируете их, да? Да, да. Сколько денег зарабатываете? Ну, мы этот год закрываем по оценке на $2,5 миллиона. Нет, зарабатываете вы. IRR, да. IRR 2,5. Да. А у вас там было вот CAC-LTV плюс 180. Что значит плюс 180? Ну, это стандартные метрики о том, что когда мы заходим на пилот с вузами, мы это делаем для них бесплатно, и мы тратим на онбординг. И получается, после пилота у нас конверсия практически 100%. Мы на вход тратим $2000, но при этом зарабатываем с каждого студента по лицензионной модели $50 в год. Смотрите, вы, получается, ваш клиент это вуз, правильно? B2B, to C, да, дальше? Да, у нас B2B, B2C. $50 платит, получается, студент, вуз за студента. За студента. Окей. Ну, а почему именно эти вузы у вас? Потому что у них какое-то особенное право экспериментировать с curriculum есть или что? Так, смотрите, у нас по Кыргызстану есть уникальный прецедент такой. У нас Кыргызская медицинская государственная академия получила статус системообразующего органа, то есть она стала монополистом. Да, и может там что-то делать, да? Да, Эксперименты разные. Да, через них. А с университетом, Астанинским медицинским университетом мы заходим по стандарту, просто исследования, трекаем и потом уже онбордим на пилотирование. Ну, имеется в виду на оплатную модель. Ну вот с постсоветскими университетами понятно, а в Турции вот там система же другая образования, да, и вот как у вас там? Да, карта компетенций в целом, да, она по миру одинаковая везде. То есть этот стандарт в целом спускает по разной траектории. Это есть ВФМЕ, это Всемирная ассоциация медицинского образования, которая занимается в целом системой аккредитации, чтобы та или иная страна, дипломы медицинских вузов были аккредитованы. И мы просто берем данные от международной ассоциации и интегрируем в нашу систему. То есть, по сути, флоу создания клинического мышления во всем мире она одинаковая. Просто структура подачи материала, в зависимости от вуза, кейс-by-кейс, она индивидуальная. Вопросы? Да. Какие у вас еще планы по международной вот экспансии? Так, мы сейчас фокусируемся первично это на сборе данных. Мы сейчас в Центральную Азию, как песочница, собираем большое количество данных, database, чтобы у нас был мод. А дальше у нас есть вот выход в Турцию, потом следующим этапом мы идем в Великобританию и в США. То есть в США там тоже у нас есть определенные уже каналы проработанные. И более того скажу, у всех вот этих вот вузов есть меморандум практически со всеми медицинскими вузами о сотрудничестве. И мы используем их меморандум, чтобы они могли использовать научное сотрудничество, исследования в рамках там, подготовки кадров и так далее, и так далее. Это наш основной такой GTM. Идти экспансивно на другие вузы. Сколько денег вы рейзите и по какой оценке? Так, мы сейчас не рейзим, потому что мы только что накопали вот эту вот database структуру. Мы начнем, скорее всего, элемент рейзинга уже после мая, когда все уйдут на каникулы, и мы наконец-таки можем сфокусироваться на элементе фандрайзинга. На каком курсе это все наиболее продуктивно идет? Все-таки специализация должна работать, я так понимаю, потому что для терапевта это одно, все-таки там узкий врач это другое, еще что-то другое. Фундаментально основной акцент начинается со второго, с третьего курса, когда начинается фармакология. И начиная, когда вводятся клинические дисциплины, такие как терапия, пропедевтика и так далее, это все как бы со второго семестра, третьего курса и вплоть до второго года ординатуры. И как предмет называется это для вас релевантный внутри? Мы сейчас идем на базе симуляционных технологий. Понятно. Да. То есть это чисто симуляционные технологии, мы интегрируемся, но это не означает, что другие не используют. Все кафедры, пока не по Кыргызстану, они обязаны ее использовать. И Ваши данные можно потом Big Lab'ам продавать? Им интересно же это будет?
То есть дальше Типа это у нас... Меркуру и так далее. Нам нужно сейчас понять, насколько данные, которые мы собираем, они действительно релевантны в процессе формирования клинического мышления. И дальше мы это можем продавать insurance, то есть карта, когда мы формируем карту профиля врача, а это как бы социальная информация, мы можем это страховым компаниям, фармкомпаниям продавать, HR-системам в больницах, то есть им тоже продавать. В принципе, там рынок довольно-таки огромный. И более того, вот эта вот модель, когда мы формируем клиническую карту мышления специалиста, мы также можем анализировать степень предела риска. То есть это степень предела риска специалиста, за которую он может туда не заходить. И это очень важно при операциях, при других элементах работы и так далее. Отлично, на этом время подошло к концу. Дорогие судьи, и вновь у вас есть возможность как-то подытожить данный продукт. Итого, вы говорите, вы не рейзите, у вас все хорошо, да? В мае что... То есть деньгами мы не решаем какую-то нашу проблему. То есть это ни GTM нам не помогает. Углублять наш продукт пока не помогает. Нам нужно понять и найти стратега, который нам поможет с этими данными как-то оперировать. И мы пока еще тезис не сформировали полноценно и до конца. Вот основная задача нашего. Нам нужно понять, насколько глубока эта проблема. Мы пока даже представления не имеем. Не, она большая проблема, от клиники же все зависит. Грубо говоря, от диагноза будет зависеть, а ее часть большая – это клиника. Без клиники ты диагноз поставить не можешь. Ну вот и все, это архибольшая проблема. Нет, мы говорим про данные формирования когнитивного профиля врача. То есть мышление, мы не говорим про знания, мы говорим про мышление, мы анализируем мышление специалистов. Вот. И это может стать фундаментом не только для AI в медицине, то есть когда AI заменит врачей, а может даже дальше на AGI перейти. То есть если мы построим реплицируемую модель мышления. А сейчас какая-то модель есть готовая? Да. Мы уже собираем, мы уже там у нас порядка 5 миллионов data points. Нет, это своя модель? Это своя модель, да. А на каком стеке она, на чем вы сделали? Мы сначала начали с Lama, потом Mistral, это потом поняли, что это на кириллицу, то есть не подходит, и мы переключились на Coin 72. И мы идем дальше, друзья. 7-й стартап, который мы вам готовы представить, это онлайн-платформа для бронирования отелей в сегменте B2B. Называется она Staybook. Приглашаем к нам на сцену основателя и SEO Staybook Эрмека Мурзабекова. Под ваши аплодисменты. Раз, два, три. Всем добрый день. Добро пожаловать в Кыргызстан. Меня зовут Эрмек Мурзабеков. Я более 10 лет работаю в сфере туризма. Есть успешные проекты, такие как туроператорство, турагентство, логистика, пассажироперевозки, визовый бизнес и так далее. И исходя из опыта своей работы в сфере туризма, мы выявили очень большую проблему внутри отельного бизнеса. 70% отелей стран Центральной Азии и Кавказа по сей день очень сильно физически зависимы от продажи туроператоров. То есть они не оцифрованы и не могут вести продажи в платформах как Booking и так далее. И для этого, вкратце скажу, мы придумали решение. Как мы работаем? Есть Staybook платформа, то есть ательеру, как вы все знаете, чтобы делать онлайн-продажи, нужно ввести регистрацию отдельно на Booking.com, отдельно на Expedia, отдельно там в WebBeds, Островок, в разных платформах и так далее. И чисто человеческие факторы, человек не может одновременно ввести параллельно несколько платформ, из-за чего и случаются потерянные продажи и овербукинги. Мы придумали платформу Staybook, которая является уже мультиканалом продаж. То есть мы сейчас в процессе прямых API-интеграций с мировыми платформами. Дальше покажу, какие платформы у нас уже покупают. Плюс у нас работает система предоплаты, мировые платформы работают все по постоплате раз в 3 месяца, либо раз в квартал и так далее. И плюс также у нас очень удобный интерфейс для удобства использования. Любой сотрудник может с этим справиться. Как работает наша бизнес-модель? Сегодня мы говорим, и трекшн, который я буду показывать, только по одной системе будет. Есть ательер, который дает нам свой номерной фонд, и этот номерной фонд мы ретранслируем на такие мировые платформы, как WebBeds, Trip.com в Китае, например, есть, Островок, Броневик, Яндекс, путешествия и так далее. Есть следующие модели, такие как субагентская база, локальные OTA-платформы, что туда входит. В первую очередь субагенты – это туроператоры и турагентства. Вторые – это, получается, локальные маркетплейсы, такие как Freedom Travel,
ОМ банка, ЭМ Travel, Бакай Travel и так далее. И последний клиент – это наши корпоративные клиенты. То есть, как вы видите, Staybook работает исключительно B2B. Мы не работаем на B2C рынок, и, соответственно, мы экономим кучу денег на маркетинг. Рынок отельного бизнеса насчитывается в год более 500 миллиардов долларов каждый год. Рынок Центральной Азии и Кавказа более 5 миллиардов. И цель, на которую мы претендуем в год, это от 500 до 800 миллионов долларов GMV оборота. Что было сделано наш трекшн? В 2024 году мы сделали оборот в 1,6 миллионов долларов при 4000 бронирований за один год. В 2025 году мы начали масштабироваться, искать новые рынки, новые мировые платформы, которые мы могли бы перепродавать отели Центральной Азии. И, соответственно, мы столкнулись с проблемой, что 4000 бронирований в год для них это не результат. И, соответственно, в начале года 2025 мы поставили результат увеличить объем бронирования в 2 раза. В конце 2025 года мы сделали подсчеты, результат был достигнут почти в 3 раза. Топ. На этом время вышло. Объявляется таймер. 10 минут. Вопросы, ответы, рекомендации. Здесь наши клиенты, кто уже у нас перепокупает. Так, интересно, что вопросов нет? Да, кажется, все на этом рынке уже поделано неоднократно. Получается, потому что ниша плюс отелей этого характера, это ниже тройки, да, или что? Поэтому возникает проблема неоцифрованности, или в чем проблема? Есть несколько проблем. Первое, если это не оцифрованные отели, да, это гостевые дома плюс 3 звезды и ниже. Но есть отели 4 звезды, 5 звезд, которым также мировые платформы, даже имея прямой доступ, прямую интеграцию, не имеют хорошие цены. Мы, как локальный игрок Центральной Азии, у нас цены гораздо лучше. Здесь исключительно только про бизнес. Например, мы берем комиссию больше, чем Booking.com. Вопрос, как вы тогда с ними можете конкурировать, у вас может выйти? Ответ очень легкий, мы не конкурируем ни с кем. Как вы видите, также Яндекс Путешествия, Happy Travel, Al-Musafir, это все мировые платформы. Мы не конкуренты, в том числе и Booking, мы партнеры. Мы являемся для них сапплайерами, то есть поставщики отельного сегмента стран Центральной Азии и Кавказа. За счет того, что мы берем больше комиссии, мы можем перепродавать. Получается, вы реселлер номерного фонда? Если брать отельный бизнес, то да. Если чуть-чуть забегая вперед, сейчас мы начали именно с отельного бизнеса. В будущем мы также планируем добавить авиаперелеты, страховки, вип-залы и трансферы. Мне казалось, не такая большая проблема, давно решенная, нет? Это потому что рынки наши не открыты, или в чем проблема? Да, совершенно правильно. Здесь, значит, это как вы знаете, на каком-то этапе, правильно? Да, совершенно верно. На мировых рынках, как вы знаете, сейчас покажу пример. Мировые рынки, они все заполнены уже мировыми платформами. Но есть рынки, континенты, в которых до сих пор не развит процесс онлайн-бронирования туристических услуг. И Средняя Азия, Кавказ как раз-таки является одним из этих рынков. Мы, Staybook, сейчас являемся монополистами. Кроме нас, такого IT-решения пока что нету. И половина, кстати, из этих уже лидирующих мировых платформ являются нашими клиентами уже. Есть график, как выручка растет? Графика, как выручка растет, нет, потому что мы на заработок вообще не ставим цель. Сейчас наша задача – это увеличение количества бронирований. Ну, вы же это делаете для заработка же. Как я вначале показал, у нас есть уже параллельно 6 традиционных бизнесов в сфере туризма, мы зарабатываем оттуда. Staybook – это платформа, на которой мы работаем на масштаб. Наша цель – стать монополистом. После этого мы можем зарабатывать. Как это будет работать элементарно? Есть Kaspi Travel, есть Freedom Travel. Мы можем быть поставщиком и для Kaspi Travel, и для Freedom Travel. Между прочим, сразу добавлю, что мы сейчас уже ведем переговоры с Freedom Travel, и на следующей неделе у нас будет с ними встреча в Алмате. То есть Kaspi, Freedom, либо же кыргызстанские местные банки могут на B2C рынке, продавая отели, билеты, между собой конкурировать, тратить миллионы средств на маркетинг. Мы в любом случае в плюсе. Мы являемся поставщиками и для тех, и для других.
Не совсем понял. Вы говорите, вы работаете над количеством бронирований, но количество бронирований, если растет, следовательно, ваша выручка растет же. Ну, смотрите, есть... Или вы, то есть, без какой-то, ну, себе не зарабатываете по себестоимости, как бы отдаете? Нет, мы зарабатываем. Наш ревеню в 2025 году составил $240 тысяч. В среднем это от 12 до 16% маржинальности. Мы вот в прошлом году приезжали, вы тоже питчились, а в прошлом году какой ревеню был? Ровно год назад мы были. В прошлом году было чуть-чуть меньше, да. Почему у нас выросли количество бронирований? Потому что мы в 2025 году добавили на онлайн-продажи отели, которые более дешевле. То есть, если мы до этого в 2024 были топ по продажам 4-5 звезд, такие как Шератон, Новотель Алматы, Риксос Алматы и так далее, в этом году мы начали продажи отелей, такие как Holiday Inn Express, Казжол Алматы, Астана и так далее, то есть где чеки ниже. Соответственно, количество бронирований мы увеличили, но общая маржа, на которую, в принципе, мы пока что не обращаем внимания, она остается прежней. Такие проекты мы смотрели в Казахстане, да, то есть аналогичные. И я для себя понял, может быть, я не прав, потому что я не эксперт там в тревеле, что все пока заключается в том, что сами по себе рынки не очень большие и не очень организованные, но рынки растут. То есть они пока не представляют прямого интереса для Booking или Airbnb, но это временная мера, пока рынок не дорастет до определенной величины и организуется. Сейчас как бы мы наблюдаем там и, я так понимаю, в Кыргызстане, и в Казахстане, и в Узбекистане, вот, как сказать, travel industry растет, прям, ну, бумит, да, это видно. Это означает, что эти большие игроки придут на рынок. То есть до сих пор они не открывали еще своих компаний, чтобы местный аккаунт был, чтобы можно было платить там в местной валюте для этих компаний. Это критический момент. Но я так понимаю, год-другой пройдет, они откроются. И вам придется в лоб с ними конкурировать, так? Очень хороший вопрос. Во-первых, совершенно правильно заметили. Для таких гигантов, как Booking, Expedia, наш рынок, он на самом деле мизерный. Составляет менее 1% от их оборота. Но сейчас мы работаем над тем, чтобы мы могли удержать как монополист рынок Центральной Азии под нашей компанией. Соответственно, когда приходит гигант, вместо того, чтобы тратить, во-первых, самое ценное – это время, им легче будет взять и выкупить таких, как мы. Есть живые примеры. На китайском рынке, когда Booking только заходил, была платформа под названием Agoda. Китай плюс Юго-Восточка. Продажа $1,8 миллиардов. Booking, когда заходил на рынок, он же с Европы стартовал, на Америке, была выкуплена компания Orbit за $1,6 миллиардов. То есть компании, которые масштабируются у себя на рынке, и мировым платформам, особенно в частности в сфере туризма, просто легче прийти и выкупить, и этот бренд оставить там. Но у нас есть второй момент. Мы на самом деле не будем напрямую с ними конкурировать при любом раскладе. Мы сапплайеры, мы поставщики. Мы B2C не планируем для развитие. выкупа маленькие, ну $240 тысяч там в Айраре это ни о чем. А сколько через год вы будете зарабатывать? Хотя бы или через 2, я не знаю. Сейчас нам нужно $240 тысяч на то, чтобы доработать IT-платформы. Это зарплата айтишников на 12 месяцев вперед. После прямых API-интеграций, которые мы доделаем, вот этот ARR и MR, они все в ручном виде. То есть наши менеджера через почту в офлайне обрабатывают запросы. При прямых API-интеграциях у нас уже есть показатели, статистика от наших клиентов, кто у нас покупает. Мы ожидаем рост плюс 800% в год. Это Эти будет, цифры не просто так взяты. Это будет сколько, 1,5 миллиона, да? Сейчас В Айраре. 1,6 миллионов получается GMV. Нет, не надо GMV, ревеню. Будет в ревеню 1,5 миллиона. Да. Через 2 года. Да, это только через 1 год. Это только на тех клиентов, И которые это, есть сегодня. Это означает, что вас должны тогда купить за 5 миллионов. Вас это устраивает? Еще раз? Ну тогда вы будете стоить 5-6 миллионов через 2 года. Ну 7 может быть. Хороший вопрос, вот покажу еще раз. Это всего лишь отельная платформа, только отельный бизнес. Но у нас в будущем также планируются авиаперелеты, раз. Плюс страховка медицинская, 2. Трансферы, логистика, вип-залы по всему миру. Отельный сегмент это всего лишь один кусочек из того, что мы делаем. Это все, во-первых, гипотеза, а во-вторых, это Красный океан. Просто Красный океан. Особенно авиабилеты, да все там Красный океан. Вот
ну, я думаю, в Кыргызстане то же самое, в Казахстане точно Красный океан. Даже не пытайтесь. Халык пытался, 2% рынка получил, ничего не получилось, со своими 14 миллионами клиентов и кучей денег. Вот. То есть я хочу сказать, ну хорошо, вот у вас планы сбудутся, получите 1,5 миллиона, и потом продадитесь за 6, все. Вот это вот, ну, вообще не факт, что у вас получится, ни разу не факт. Air Ticket, Travel Insurance, ну, VIP Lounge это вообще ерунда, да, трансфер. Я бы с вами согласился, но открыто не соглашусь, потому что, как я уже до этого говорил, есть очень большой экспириенс. Мы знаем, как этот бизнес работает изнутри. Мы знаем, как Халык Банк делает продажи. Тот же самый Халык Travel, например. Да? И мы знаем, что у них очень плохие результаты, как один из travel экосистем внутри Кыргызстана. Поэтому мы и говорим, мы не будем с ними конкурировать, мы не будем бороться за каждого B2C клиента. Мы будем просто поставщиками для каждого из этих сотен Халык банков. Понимаете? Пусть они тратят деньги, сжигают свои финансовые ресурсы и при этом не имеют маржинальности. Для нас здесь на самом деле разницы нету. Наша задача стать сапплайером для каждого из них. И если как-то подытожить, может, последние несколько слов от наших дорогих судей. Спасибо. Тут флаги все расставлены уже, красные. Как бы я не вижу конкурентного преимущества. Есть временной лаг, на который ты работаешь сейчас, есть опыт и какие-то связи. На этом пока выходишь. Получится, ну, 1,5-2, даже если 5 миллионов сделаешь выручки, ну, как бы в регионе. Ну, в смысле, не венчурная история. Тебе будет хорошо, а что мы с этого заработаем? Даже для букинга, вот по Acquisition там в 5-6 миллионов долларов, ну это ни о чем. Они даже рассматривать не будут. Полностью согласен. На самом деле я не считаю, что мы прям венчурная история. Мы сейчас готовы не только рейзить инвестиции, мы готовы взять под проценты деньги, под 5% годовых в иностранной валюте. Вот. Спасибо. Отлично, друзья, давайте поаплодируем проекту Staybook, а также и основателю Эрмеку. И переходим уже к предпоследнему стартапу сегодняшнего дня, который помогает школам отправлять своих учеников в зарубежные университеты. Называется продукт «Кластер». Приглашаем на сцену Айтемира Мудедова, CEO этого стартапа. Под ваши аплодисменты. Всем привет, это Кластер. Кластер помогает школам, чтобы их студенты учились за рубежом. Сам процесс очень долгий, дорогой, и в нем очень много студентов. Ежегодно это 6 миллионов студентов хотят поступить за рубеж. Мы помогаем нашим клиентам тем, что есть чат вместо консультанта, и чат закрывает 80% основных вопросов. Также есть в формате Duolingo Roadmap для каждого студента. Roadmap делится по странам, допустим, по США, по Италии, по другим странам, куда хочет студент поступить в игровом формате. Также внутри есть все нужные услуги для поступления. Это нотариус, переводы, курсы, поиск дома за рубежом и так далее. Вот. Чем же мы отличаемся от других? Есть очень много инструментов, но они все разрознены. Мы просто их всех соединили, чтобы все было под капотом. Наша бизнес-модель простая. За каждого студента школа нам платит $200, а дальше мы дозарабатываем на услугах, которые мы внутри платформ продаем. Это услуги нотариуса, перевода и другие услуги. Вот. Сделали мы $107 тысяч на нашей платформе. До этого мы функционировали как консалтинговая компания. До этого как консалтинговая компания мы сделали $150 тысяч выручки. Вот. На платформе 167 студентов было за все время. Когда мы были B2C, у нас был acquisition cost $65. Сейчас мы B2B полностью. Вот, по рынку. Наша цель 29 тысяч студентов в по СНГ, и это будет $20 миллионов. Это то, куда мы идем. Вот. Что мы делаем? У нас есть проверенные методы роста, это рефералка, это блогеры плюс таргет. И мы начали с СНГ, потому что есть проверенные инструменты, ресурсы и какой-то фундамент, чтобы дальше расти. Это наша команда, то есть у нас есть также люди в команде, которые работали в University Admission Offices, то есть те, кто принимает решения по поступлению своих студентов в свои университеты, также с посольствами у нас
тоже есть договоренности, а также оттуда сотрудники, которые там работали, они нас консультируют, и некоторые даже работают. Вот. То есть компетенции сделать есть. Все. Спасибо. И таймер на 10 минут для вопросов и ответов. Поехали. Есть у вас вообще competitive анализ? Вот из того, что я вижу и знаю, да, вот я знаю штук 10 компаний, которые делают то же самое, и уже лет 10 делают. Да? И даже для них это уже как бы, это уже даже не венчурная история. Просто мы хотим сделать агента, который будет в будущем все за студента делать. Это самая большая проблема. Сейчас мы этого еще не добились, но мы к этому идем. То есть такого еще нету, чтобы полностью просто взять документы студента, и он вообще забыл про свое Вы поступление. знаете, вот 10 компаний, которые я знаю, все из них планируют делать этого агента. Вот реально, начиная с Education Online, там, да, то есть до вас этот бизнес существовал еще 10 лет назад. Да, ну и как бы сегодня он уже перестал даже оцениваться как венчурный. Вот он, это тег, который стоит 1x к ревеню, и все. Еще вам надо умудриться быть как-то рентабельными. Зачем вы туда идете? Вы идете в Красный океан, там без вас тесно. Да? У вас какие предпосылки есть? Почему вы выиграете у десятков других компаний? Это гонка, то есть ничего не могу сказать. Просто кто первый сделает. Вот смотрите, вот в бизнесе для венчуров, да, вам что самое главное? Найти проблему. Вот эта проблема, ее практически нет. Существуют десятки путей ее решения, да, самых различных. Вы там, номер 11 или номер 16 решения. 42% стартапов закрываются по одной простой причине, что проблему, которую они решают, либо не существует, либо не актуальна, либо решается другим путем. Это ваш кейс. Вы потратите 2-3 года, и просто это поймете. До вас это уже сколько компаний делают. Вы съездите, я не знаю, в Бишкеке, я думаю, там штук 5 компаний, в Алмате десяток, я думаю. 80. 80? Вот, видите, в Алмате, наверное, не меньше. В Ташкенте же столько же, да, то есть зачем вам лезть туда в 81-ю? Вот в открытую борьбу. У вас что, я не знаю, папа миллионер, там, да, там куча бабла, которую девать некуда. Объясните. Самая большая проблема на рынке – это скам. Нету платформы вот такой. Есть попытки сделать, но они тоже оказались скамовыми. То есть если посмотреть на историю именно таких платформ в СНГ, даже в России. Вот, посмотрите, в этом бизнесе ключевое менеджер, который клиентам продает тот или иной университет или программу. Каждый год эти программы меняются, требования меняются, и очень тяжело следить и подбирать уникальное, на что этот школьник способен, ему подобрать максимальное подходящее. И это менеджеры хорошо делают. Через 2 года вот это у каждого менеджера будет свой клод-код, настроенный на все университеты, и у него будет своя такая же система, он себе просто ее будет поднимать и на ней ранить, да? Посмотрите вот то, что мы с утра рассказывали про модель роллапы, именно сейчас захватывать агентство и их обучать может, на этом зарабатывать. То есть обкэшиться и выйти? Возможность такая есть. Почему нет? Быстро научись сейчас менеджеры. Или купить эти агентства, вот эти, которые вы говорите, в Бишкеке 80, в Алмате там 100. Может, по одному их в Алмате переманить. 2000. Да. Только в Алмате. Этот opportunity есть, как бы традиционный бизнес превратить в более цифровой бизнес. И вы сразу прибыльные будете, можете не рейзить даже, в принципе. Мы не рейзим? Имеется как стратегия масштабирования. У них клиенты, то есть их, переводя на рельсы вашей автоматизации, их убыстрять, за это с них деньги брать. Да, вы правы. У меня нет комментов, все сказали коллеги. Отлично, друзья, аплодисменты нашему спикеру. И мы готовы переходить к последнему стартапу нашей прожарки. Осталось совсем немного, друзья, потерпите, еще последней энергии чуть-чуть добавим. И готов вам представить
Проект, который создает дом для искусственного интеллекта, физическое устройство, которое видит, слышит и говорит, ставя приоритет приватность пользователя. Называется она Kiko. Приглашаем на сцену SEO продукта Нурислама Ашерматова. Под ваши аплодисменты. We forgot that we live in a really, really interesting time when AI is developing so fast and artificial intelligence is going to become the most crucial technology in the world, in the whole human history. We still use the same devices for AI. We still rely on smartphones. We still rely on smartphones, on laptops, and chatbots. And there is a contradiction because throughout the human history of the development of technology, when new devices were created from personal computers and smartphones, we change how we interact with software. But AI is not another software. AI is an intelligence that you can actually talk to, learn from, and interact with. It needs a new vessel. It needs a new interface that we can interact with. And that's why we're building Kiko. We turn AI into a physical presence. AI that can see, hear, speak, project, and act, and also learn from you. It's a one device with endless use cases. Kiko can become your personal coach, your personal tutor. It can entertain you from movies, games. It can become your companion. It's not a gadget. It's a platform. And everything runs locally. Privacy first. We take the best from social robots, smartphones, and game consoles and created a new kind of category of the products. Only this year, social robots market is going to achieve $10 billion, and in 2035, it's going to achieve $120 billion. Our business model is simple. We're going to sell devices for $1,100 with monthly subscription. It's an optional. You can buy it for $20, but if you don't buy it, you can still use the product, and additional games and customization. My name is Nur Islam. I am a founder. I've lived in China for 8 years. I speak 5 languages. I build different types of products for different types of people. My co-founder, Temirlan, Chief Product Officer, Senior Product Manager, that created products for dedicated social products. And our CTO, Murat, is a Senior Software Engineer with a Master's degree in Robotics. One device, daily moments. Thank you. Отлично. 10 минут. Последние на сегодня уже вопросы, последние ответы и рекомендации. Ну, Руслан, вот мы год назад видели ваш этот проект. Да. Что изменилось за год? Расскажите, какие у вас продажи, сколько у вас клиентов, какая юнит-экономика? Вот ничего вы нам не рассказали этого, только коротко, пожалуйста. Да, что изменилось? Поменяли много людей, CTO-шников, во-первых. Во-вторых, мы выкатили 3 версии, откатывали, выкатываем заново. Мы сейчас намеренно не идем в продажи, потому что мы не верим, что надо быстро скелиться. Основной тезис наш — это как сделать так, чтобы retention был очень длинным, чтобы люди были obsessed with the product в доме. Вначале мы продавали, чтобы проверить гипотезу. Сделали 10 продаж, просто рассказывая концепцию, не продавайте его, купи сейчас. Люди сами предлагали нам деньги. Но в целом мы идем по модели, что сначала выкатываем продукт, работаем с бета-юзерами. После бета-юзеров, когда понимаем, где мы можем увеличивать ретеншн, какие продукты, какие фичи будут заходить, можно будет скелиться уже на других юзеров. Вот это классическая прям ошибка, да? То есть вы страдаете перформансом, пытаясь создать идеальный продукт, и потом его выкатить, и, значит, чтобы получить там какой-то эффект. Но так не бывает. То есть вы уже это делаете там, сколько, 2 или 3 года, да? Нет, год. Ну, год назад вы уже показывали такое. Ну, я вам в сентябре показывал. Да. Ну, я хочу сказать, что, и то меньше. Его надо начинать продавать, да, потому что вам нужно получить обратную связь с рынка. Нужно вообще это рынку или не нужно? Самое главное. Вот это самый главный вопрос для вас.
Не то, что он там может быть чуть лучше, чуть хуже, не в этом, он в принципе может быть не очень нужен. И это ответить может только рынок. И чем быстрее вы получите ответ, вот у вас же сейчас есть уже прототипы, раздайте их, там 100 прототипов. Ну, я понимаю ваш тезис. Изначально мы тоже так думали, что мы сначала продаем, потом понимаем, надо ли это рынку или нет. Я концептуально могу сказать, что как бы, мы уже какую-то часть продавали. Вопрос даже не в том, что есть типы юзеров, которым мы можем это продавать. Это не девайс, который нужен только одной категории людей. Его можно будет тестировать на разных категориях людях. Поэтому мы и говорим про вот эти бета-тестеры, там это где-то 100 юзеров, где мы понимаем, что таким типом юзерам это будет заходить, таким типом юзерам это не будет заходить. В плане продаж, как бы, ну, мы продадим типа 100 штук, 200, 1000 штук, it's not a big deal, мы продадим. Для нас самое важное, как я сказал, это retention. Мы бьемся только за retention, и если есть retention, есть network эффект, и уже экономика будет сходить. Для вас сейчас на этом этапе самое главное это найти product market fit. Вот он пока ни разу ничем не подтвержден. Вот ни одной цифры вы не назвали, ничего не назвали, на основании чего вы решили, что ваш продукт будет востребован на рынке. Это просто гипотеза, это ваша, я не знаю, просто иллюзия на данный момент. Она может реализоваться, но мне кажется, вероятность этого не очень высокая. Ну, я понимаю, что все фаундеры в галлюцинациях живут. Я тоже один из людей, который в галлюцинациях живет. Как бы сказать, когда я говорю про рынок социальных роботов, а мы по сути рынок социальных роботов, его можно имплементировать в разных use cases. Есть стартапы, которые таргетились на определенные категории. Есть стартапы, как Moxie, которые ориентируются на детей, Luna на детей ориентируется, Mika, Elик это на старшее поколение, еще там десятки стартапов, которые ориентируются в целом на какую-то определенную категорию людей. Есть рынок смарт-спикеров. В целом, в какой-то степени рынок подтвержден. Это как, не знаю, когда Стив Джобс выпускал iPhone, он не ходил, подтверждения у рынка не спрашивал. Вы можете сказать, окей, типа это Стив Джобс, у них многомиллиардные бюджеты. Ну, как бы это тоже аргумент. Но мы в целом понимаем, что мы понимаем, куда должна эволюционироваться в целом индустрия. У меня комментариев нет, я не люблю такие штуки, особенно если это там не выплюнено там куда-нибудь на Indiegogo или Kickstarter и быстро протестено там на, не знаю, на 1000 девайсах и какой-то фидбэк собран. И, наверное, таких итераций должно быть штук 10, пока вы не дойдете до какой-то крутой версии. Я понимаю ваши тезисы. Есть разница между продать людям, и мы это делали, условно говоря, в моем предыдущем стартапе, в моей истории, мы продавали людям. Можно продать кому угодно, можно десятки тысяч штук продать. Когда выпускался этот Rabbit, его в первый день купили 10 тысяч девайсов, за месяц купили 100 тысяч девайсов. Это product market fit. В какой-то момент инвесторы говорили, да, это классный product market fit. Но в какой-то степени это оказалось, что не product market fit. Как бы, мы сейчас понимаем, в эпоху AI, когда все движется, когда стартапы быстро умирают, быстро рождаются, когда там, продажи скелятся очень быстро, когда поднимается какой-то хайп, можно быстро продавать. Но ладно, do your magic, bro. Okay. Тут идет даже не о том, чтобы продавать, а о том, чтобы быстро проверять гипотезы. Мы проверяем гипотезы. $1000, да, у вас initial price? Да, Вы да. говорите, можно 10 тысяч продать. Вы выберете, вам $1 миллион сейчас дадут или не дадут? Что выберете? Не понял вопрос. Типа да, берут, продавай, бери здесь. Выбираете $1 миллион или нет $1 миллион? Нет, я не возьму $1 миллион. Спасибо. Аплодисменты, друзья. Это был последний стартап нашей прожарки, стартап как раз-таки проектов. И хотелось бы отдельно сказать огромное спасибо нашим судьям, которые сидели и давали советы, также спрашивали вопросы и оценивали стартапы сегодняшнего дня, а именно Мурат Абдрахманова, может быть, поаплодировать, друзья, Эльджан Кшепаев и Адит Нурбожин.
Дорогие судьи, спасибо вам большое за то, что уделили время этому очень интересному и действительно горячему формату. И наше мероприятие, дорогие друзья, уже подходит к своей заключительной части, практически уже подошло к концу. Для завершающей речи хотелось бы пригласить нам на сцену странового директора Slavic Prosperity вновь Жилдыз Исабекову. Можно будет вас, пожалуйста, для завершающей речи. Спасибо огромное, дорогие наши гости. Не слышу, да, работает. В первую очередь, дорогие наши гости, которые с 4 утра в пути ехали на наши мероприятия. Мурат, Ильжан, Адиль, огромная признательность. Спасибо, что поддержали сегодняшнее наше мероприятие. Это очень важно для наших стартапов. Какой-то фидбэк, который мы даем с Даниэлем, они не слышат. Возможно, часть фидбэков мы уже озвучиваем, но это звучит иначе, когда уже такие практики оценивают, дают какую-то обратную связь. Это очень ценно. Я надеюсь, что аудитория наша сегодня оценила. Это было очень важно, чтобы наши коллеги тоже увидели, как мы растем. На самом деле меня распирает гордость, потому что наши стартапы там год, полтора, два назад, и как они сегодня питчат, это совершенно другой уровень. И, наверное, в этом есть наш тоже небольшой вклад, что мы растим и поддерживаем эту экосистему. Можно, пожалуйста, прям бурные овации моей команде, потому что за всем этим, за всей этой работой стоят люди. На самом деле мы тоже не самые опытные в данном секторе, но мы учимся, learning by doing, поэтому не судите строго. Большая признательность всем, кто досидел с нами до конца, посвятил этот день нам. Мы вас всех очень любим, ценим, всегда готовы поддержать. Растите и, пожалуйста, бурный аплодисмент нашим гостям. Спасибо огромное.